الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и сподвижниками. А затем, сегодня мы будем говорить об одной вещи. Это не что-то теоретическое, что можно отложить на завтра. Нет, это нужно будет сделать именно сегодня. Сегодня. Кого из людей ты любишь больше всего? Свою мать, отца или жену? Ты больше всего любишь своего мужа, детей, брата, друзей, родственников? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: посмотри на этот хадис и на то желательное действие, на которое в нем указывается. Он сказал: дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга. То есть имеется в виду, что к причинам любви относится подарок. Если вы хотите любви, дарите друг другу подарки. Что он сказал потом? И вы полюбите друг друга. В другом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что вы не зайдете в рай, пока вы не уверуете, и не уверуете, пока вы не полюбите друг друга. Таким образом, условием веры является то, чтобы человек любил верующих ради Всевышнего Аллаха. Кто из людей ближе всего к тебе? Твоя мать? Что ты думаешь о том, чтобы сегодня записать имена людей, которые вокруг тебя, самых близких для тебя людей, и купить каждому из них по подарку? Их может быть 10 человек, 15, 20. В чем проблема? Подарок оценивается не его стоимостью. Некоторые люди думают, что если подарок дорогой, то у него будет особый вес. А если он дешевый, то у него нет никакого достоинства. Кто это сказал? Это неправда. Это ошибочное мнение. Тот, кто смотрит, дорогой ли подарок или дешевый, этот человек материалист. Возможно, он смотрит только на свою личную выгоду, которую получает от тебя. Мы же говорим о людях, с которыми у тебя есть родственные отношения, братство, симпатия и любовь. Это совсем другие люди. Они не будут думать о стоимости твоих подарков. Они будут думать о том, что символизирует твой подарок, что ты подарил мне что-то. Подумай сегодня, что ты подаришь своей матери. Твоя мать может обрадоваться, если ты, например, купишь ей какие-нибудь духи. Некоторые матери любят одежду, другие матери любят благовония, третьи любят посуду или что-то для дома. Моя мать не любит эти вещи. Действительно, иногда некоторые матери, и это то, что мы уже испробовали, радуются тому, что лучше, чем все это. Они радуются, когда ты приносишь ей удостоверение, на котором написано про колодец. Мама, посмотри на этот колодец. Аллах. Что это за колодец? Это колодец, который поет 1000 человек в деревне. Маша Аллах. И когда любой человек будет пить с него, это будет милостыней на весах того, кто выкопал этот колодец. У твоей матери сейчас сердце, возможно, начнет разрываться, и она говорит: если бы только у меня были деньги, сынок, чтобы я могла выкопать такой колодец. И здесь ты говоришь ей сюрприз. Ты говоришь: мама, ты знаешь, чей этот колодец? Чей? Прочитай имя. И тут она видит, что на нем написано ее имя. Аллах. Представь себе, что будет с твоей матерью, когда она поймет, что ты выкопал для нее колодец, от ее имени желая, чтобы она получила награду от Всевышнего Аллаха. Я предполагаю, что этот подарок, возможно, перекроет собой все, что было раньше. Может быть, она тут же, в тот же момент сделает за тебя дуа, по причине которого Аллах предпишет тебе счастье. То же самое твоя жена. Ты скажешь: я не потяну колодец. Хорошо, но ты можешь сделать жертвоприношение от ее имени. Ты можешь напечатать мусхаф Корана от ее имени. Ты можешь содержать сироту от ее имени. Ты можешь сделать от ее имени любое благое дело и сделать это подарком для нее. Таким будет твой подарок матери или жене. Некоторые другие подарки тоже имеют большую моральную ценность. Особенно если это касается жены. Ты, уважаемая моя сестра, если у тебя муж, которого ты любишь, и который любит тебя, ты чувствуешь некоторое отчуждение между вами. Или же в ваших отношениях все хорошо. Неважно, что ты думаешь о том, чтобы пойти сейчас на рынок и купить ему подарок. Ей-богу, даже если он будет стоить 1 динар или 5 динаров. Однако это будет называться подарком. Ты напишешь открытку, вложишь ее в подарок, положишь ему на стол. И как только он войдет в дом, он прочитает: любимому мужу, подарок от твоей жены такой-то. И если муж подарит жене хотя бы розу, некоторые жены, даже если им подарят 1 розу,
который может стоить динар или меньше, иногда вообще бесплатно. Если это из твоего сада, ты сорвал ее, вложил в нее записку и дал жене. Иногда все заботы и печали, которые находятся в ее сердце, сразу же проходят от такого подарка. Посмотри, какую награду в таком случае ты получишь от Всевышнего Аллаха. Дети, если у вас сейчас нет денег, чтобы купить подарки матери или отцу, иногда это может заменить рисунок, который ты нарисуешь своему отцу. Послание, которое ты напишешь своей матери, или незначительный подарок. Даже если он будет стоить 1 реал, ты даришь его, вкладываешь в него записку. Моему отцу, которого я всегда люблю. Ты кладешь подарок рядом с зеркалом в гостиной. И такой подарок для твоего отца будет дороже, возможно, чем сотни или тысячи динаров, потому что ты вспомнил его среди своей семьи, братьев и любимых людей. Дарите подарки, и вы полюбите друг друга. Поспеши. Начните думать с этого момента. Есть такие люди, о которых мне рассказывали, которые закупаются подарками для своих тетей по отцу, тетей по матери, для дядей по отцовской и материнской линии, для дедушек и бабушек, для всех родственников. Какие-то символические подарки. Но родственники уже привыкли, что каждый раз он идет к ним в гости и дарит им подарки. И это, знаешь ли, создает определенные чувства в сердце, любовь и привязанность. Я прошу Аллаха привести к согласию наши сердца. Устремитесь к благим делам. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله